Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и я представляю гостя в студии. Иван Липовский, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза советских офицеров по Республике Башкортостан при Башкирском отделении партии КПРФ. Иван Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Николаевич, май у нас всегда знаменуется, пожалуй, самым главным праздником для нашей страны. Это День Победы. Вы наверняка принимали участие в мероприятиях. Расскажите, в каких? День Победы – это действительно большой праздник для нашей страны. И было много предложений по участию, даже выездных, в районах. Самое активное участие мы провели этот День Победы возложениями цветов в Демском районе города Уфы. Это было очень красивое мероприятие, на которое сопровождалось и шествием ретро-автомобилей, чествием ветеранов Демского района, именно участвующих в годы Великой Отечественной войны. Очень много было общественных организаций, которые в настоящий момент делают очень большую работу для поддержки наших ребят в зоне специальной военной операции. С участием администрации района. То есть очень хорошее, яркое мероприятие. Потом мне очень, конечно же, запомнилось мероприятие интересное, детское, организованное морским центром, находящимся тоже у нас в городе Уфе. Мероприятие было ознаменовано тоже Дню Победы, называлось «Морской бой». И были приглашены различные кадетские классы, которые участвовали в военно-патриотических таких состязаниях. Я сам также принимал участие, то есть у меня была станция, то есть морские узлы, то есть ребята на скорость соревновались, правильно вязать узлы. Там были такие интересные станции, как разминирование минного поля, или оказание помощи раненым. То есть такое яркое мероприятие в Парке Победы. Потом ребята, естественно, пели патриотические песни, возложили также цветы. Я считаю, очень такое хорошее мероприятие именно для наших подростков, для наших детей, которые растут, которым очень важно вкладывать правильные знания, правильные исторические знания. Это, конечно, очень важно. Хорошее было мероприятие. Иван Николаевич, вы как человек, который очень часто общается со студентами, со школьниками, вы читаете лекции, встречаетесь в аудиториях, но такое мероприятие, когда выездное, такого практического характера, получает больший отклик от аудитории, от молодых людей? Да, конечно, детям очень интересно, интересно все попробовать, познать и ту или иную дисциплину, пропустив через себя. И поэтому, конечно же, это запоминается на долгие-долгие годы. А может быть, тех ребят, которые участвовали в этом мероприятии, оно подтолкнет для того, чтобы выбрать профессию, связанную с тем мероприятием, в котором они ранее участвовали. Поэтому это очень интересная практика, это всегда более качественное обучение, конечно. Но сейчас очень многие говорят о том, что молодое поколение у нас особенное, так, наверное, всегда говорят, и с ними не всегда якобы просто найти общий язык. Как вам удается это и объяснить историю, и преподнести верную информацию, чтобы они ее действительно поняли, и самое главное, не просто слышали, но и слушали? Дети у нас очень-очень талантливые, дети очень интересные. И для того, чтобы они слушали и слышали, как вы правильно это сказали, потому что действительно можно слушать, но не слышать, во многом зависит и от человека, который доносит им ту или иную информацию. Я считаю, что при работе с детьми, конечно же, нужно быть прежде всего честным, давать честную, правдивую информацию. Второе, это, конечно же, оказывать уважение к этим детям. Да, то есть вы не ставите себя выше их, вы просто разговариваете с ним на равных. И очень важно, конечно, это говорить материал не сухо. Он должен быть интересным, эмоциональным, связанным
с показом демонстрации какого-то материала. И тогда детям очень-очень интересно. Они через те предметы, которые мы показываем, они познают историю. Мы вызываем у них интерес поинтересоваться тем или иным. То есть мы часто показываем, допустим, ордена военных годов. И, конечно же, увидев эти произведения искусства, дети потом ими интересуются. За что был получен тот или иной орден? Потому что у многих из них, у их прабабушек, прадедушек, наверняка в семейных архивах хранятся такие предметы. И вот через эти предметы детям можно привить любовь к истории, к познанию чему-то нового. Это такой процесс. Поэтому плюс для того, чтобы они слушали, мы привлекаем, я, допустим, на своей встрече приглашаю воинов, которые участвовали не только в специальной военной операции, но и в предыдущих наших войнах. У них у всех, у каждого есть что интересного рассказать, потому что у нас в Союзе советских офицеров талантливейшие офицеры, которые неравнодушны, которые занимают активную позицию, гражданскую позицию, и они понимают важность обучения наших ребят, важность привить вот те качества, которые нужны в будущем каждому человеку. И, конечно же, мы таких людей организовываем с ними встречи, и люди очень рады этому, задают очень много интересных вопросов, и поэтому вот так стараемся таким образом разнообразить лекции. Да. При этом вы говорите о том, что демонстрируете какие-то знаковые предметы, атрибуты истории. Я так полагаю, что перед вами они и лежат. Да, частично. Я вот часто тоже показываю настоящий орден Красной Звезды. То есть, это орден моего деда, который он получил, выполняя боевую задачу в русско-японскую, Великую Отечественную войну, именно в японский период его, то есть это уже в 1945 году, когда основные боевые действия закончились. И, конечно же, вот этот орден знает то, что он давался именно за храбрые действия по уничтожению врага. Конечно же, это предмет гордости нашей семьи. То есть мы детям показываем, они с удовольствием это смотрят. Так как я сам военно-морской офицер, я показываю кортик, и через это тоже детям очень интересно. Они начинают из ножен так смотрят. Конечно, это привлекает. И как кто-то из них, я уверен, что будет и впоследствии защищать нашу Родину, станет военно-морским офицером. На своих мероприятиях потому что считаю, что дети должны все-таки читать. Хотя это сложно, очень много информации черпается с интернета, но чтение литературы, нашей классической литературы, это, конечно, формирует духовно-нравственные ценности, которые озвучены на государственном уровне и которые поддерживаются нашим государством. И поэтому, конечно же, чтение литературы, и именно нашей классической литературы, оно дает возможность детям прививать именно те ценные качества, которые помогут им в жизни, которые действительно помогут им стать настоящими патриотами своей Родины. Иван Николаевич, расскажите подробности о мероприятиях, которые были организованы региональным отделением партии КПРФ. Что было сделано? Может быть, какие-то встречи? Коммунистическая партия Российской Федерации, именно региональное отделение, оно очень активно работает, в этом направлении. И работает не от случая к случаю, а это действительно такая планомерная, регулярная, системная работа. Это прежде всего, конечно же, памятные даты возложения цветов. Это регулярное проведение субботников, то есть уборка территории. Тем самым показывается пример и жителям города. Это, конечно же, очень-очень важно. Многие
наши депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации проводят еженедельные встречи с нашими будущими или избирателями, ну и просто с людьми, которые обращаются за какой-либо помощью. И эта вот работа, она очень ведется. Мы оперативно реагируем на те или иные трудности, возникающие у жителей города, ну и стараемся тем так или иначе помогать им в этом деле. Ну и, разумеется, наверняка участвуете в организации формирования гумконвоя помощи для бойцов на СВО. Да, это сейчас основная задача, которая стоит перед всеми людьми в нашей стране. И Коммунистическая партия, региональное наше отделение, оно также активно принимает в этом участие. Вот, Союз советских офицеров мы не отстаем, то есть у нас 13 отделений по республике Башкортостан. И в каждом отделении такая работа ведется. Вот. У нас очень интересные проекты. Вот, допустим, в Федоровском районе есть у нас группа матери офицеров. Это объединение женщин, у которых в семье или муж, или сын, или отец служат участвуют в специальной военной операции. И вот они объединились у себя на родине в такой едином кулаке и делают очень большую работу. То есть, понятно, это и производство тех предметов, которые необходимы для ребят. Это и поддержка семей, многодетных семей, которые остались здесь у нас, и им требуется также и поддержка воспитания, где-то посидеть с ребенком, куда-то отвезти. То есть это тоже, естественно, в какие-либо праздники их поздравления, оказывание знака внимания, поддержка продуктовым пакетом. Это такая работа ведется. Ребята, которые попали в госпиталь, также мы активно их стараемся поддержать. Обязательно их навещаем, обязательно общаемся, обязательно слушаем то, что у них на сердце, о чем они переживают и что, возможно, нужно помочь решить. Иван Николаевич, спасибо огромное за то, что вы не оставляете и наших детей, не оставляете и тех, кто защищал страну защищал и защищает страну во время спецоперации. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Благодарю вас за внимание, благодарю. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Иван Липовский, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза советских офицеров по Республике Башкортостан при Башкирском отделении партии КПРФ. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.